просто пели, Господь, нашими устами. Потому что мы, Господь, хотим, готовы излить перед Тобой нашу любовь к Твоим ногам. Чтобы это не были только слова наших песен, Господь, наших уст. Чтобы это было более. Аллилуйя. О, радость. Лево настан, лево настан. Аллилуйя. Аллилуйя. Помоги нам быть настроенными на правильную волну. Волну Духа. Волну Духа Святого. Чтобы нам оставить все заботы, Господь, все печали, все неустройство. Оставить все, Господь, что земное, Господь, человеческое, плотское. Чтобы нам быть как дети. Как дети, Господь, доверяющие Тебе. Как дети, Господь, принимающие. Как дети послушные. Как дети радующиеся. Спасибо Тебе, Отец. Благодарим Тебя. Благословляем Тебя. Господь, благодарю за каждого, кто сегодня здесь смог найти время, Господь, и возможность, не причину, но возможность быть здесь. Спасибо, Господь, за верность. Спасибо, Господь, за тех, кто не смог, Господь, по телу и физическим, Господь, состоянием здоровья. Укрепи, Господь, каждого. Во имя Иисуса Христа, Господь, высвободи Твою благодать, высвободи, Господь, Твою силу, Твою мудрость. Господь, то, что Ты приготовил, то, что Ты хочешь. Просто будь сам, Господь, посреди нас. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Слава Господу. Давайте воздадим Господу славу, потому что Ему слава, Господь, замечательно, благой. С одной стороны, хочется предложить вам вроде бы сесть, но было пожелание, предложение не заполнять зал, как бы создавать видимость, что нас много. Если вы, как бы, тут есть места поближе, присаживайтесь, вы можете передвинуться пока. Но сейчас, пока мы стоим, мы сделаем так. Сестры, присядьте, братья, останьтесь стоять. Сестры, присядьте. Мы не сделаем это наоборот, вот так вот. Братья пока стоят, братья пока стоят. Да, братья пока, да. Сестры присаживаются, братья пока стоят. Драгоценные сестрички, хочется от лица вот братьев, которые здесь, сегодня их чуть меньше, чем было перед 23 февраля. Вот. Но слава Богу за тех, кто есть, за верных. Сегодня мы от лица братьев хотим вас поздравить с наступающим женским днем. Кто-то его воспринимает, кто-то не воспринимает. Главное, что мы вас воспринимаем. Главное, что Бог вас любит. Главное, что Он вас ценит. Не только один день в году, все дни. Но иногда бывают особенные дни, как день рождения, там еще какие-то. Поэтому вот эти прекрасные тюльпаны желтенькие, это для вас. В конце, мы не будем сейчас раздавать их, чтобы там обратно, потому что водички нужно выпить. Чтобы вы были сами как такие цветущие тюльпанчики. Чтобы вы цвели, благоухали. И после собрания вы можете взять по одному тюльпанчику, это вот такой наш скромный вам дарчик. Но по одному, потому что бывало, когда собрание заканчивалось, сестры уходили, а сестры, которые у нас пожилые, и они не на собрании, уже вести нечего было. Поэтому, как вы говорите, даем не в руки. Да, по одному в руки. Поэтому любим, благословляем. Вот, вам помогут там даже как укутать, там есть какие-то утеплители. Братья, почему у нас попросил остаться, давайте прострем руки к нашим сестричкам, помолимся за них, благословим их. Дорогой Небесный Отец, мы благословляем наших драгоценных сестер. Это Твои дочери, Господь, дочери Царя, дочери Бога. Господи, прекрасные принцессы Христовы. Это прекрасные Божьи благоухающие цветки в Божьем саду, Господь, которые славны, Господь, и слава, Господь, Божия, Господь, да будет более и более на них
Поэтому благодарим Господь, что они есть, как драгоценная часть церкви, благословенные сосуды Божьи, Господь. И мы рады, Господь, мы благословляем, и Ты благослови обильно. Аминь. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Братья, пожалуйста, приземляйтесь. Хороший псалом пели в конце. Знаете, мы иногда должны задуматься над тем, что мы поем. Что мы не просто поем, знаете, а наши песни должны стать провозглашением. Наши песни должны быть утверждением нашей веры, продолжением нашей веры. Аминь. Что мы не просто поем, потому что Давид говорит: не унывай, душа моя, хвали Господа. То есть песни, они нас как бы вытягивают, они нас приближают, они нас поднимают выше. Но мы должны понимать, что за словами стоит смысл, и это очень важно. О любви, которая... То есть мы отвечаем ему любовью, как мы пели, да, что изолью к тебе, и любовь, и посвящение. Вот сегодня, кто из вас, вы если в чате читали, сегодня вы пришли, чтобы пройти тест бесплатный. Тест на духовное библейское христианство. Насколько ваше христианство, оно духовное библейское. Кто сегодня пришел для этого? Остальные вы для чего вообще пришли? Сегодня только тест, ничего больше. Ничего другого не будет. Хорошо. То, о чем бы я хотел сегодня говорить, я буду говорить о двух вещах. О первом я хочу говорить немного о Божьей любви. О невероятной, безусловной, безмерной. Можно было бы много других эпитетов найти, но я сегодня возьму еще один. Он взят из одной книги, я пока вам не буду рекламировать, вот эта книга называется «Безумная любовь». Может быть, кто-то из вас тут слышал, читал или вдруг. Она, я думаю, конечно, как в определенном смысле в дефиците, я думаю, наверное, в наших краях. Вот, я о ней уже давно, даже несколько лет назад, еще в интернете услышал, вот какое-то время назад начал читать ее. И она называется «Безумная любовь». Знаете, слово «безумная» в нашем лексиконе, в русскоязычном особенно, да, ну, в основном, мы же все равно так иначе мы все говорим на русском языке, слава Богу, есть другие языки, которые есть, у нас общеприняты, да. Слово «безумное» означает вообще безумное, безумие, безумный, это как-то странное что-то, да, это вот, когда человека ума нету, да, когда у него, говорит, кукушка там, кукнула там, вот, и поэтому, но в Библии есть как минимум одно место Писания, я адрес сейчас его не помню, извините, но там описывается, говорится следующее, что мы сошли с ума, то есть как бы с этого мира, да, у этого мира есть своя мудрость, есть свой ум, разумение, как бы, да, весь опыт, там, тысячелетний, кто-то даже миллионный, там, ну, кто как считает, когда Земля произошла. Но Библия говорит, что мы сошли на ум Христов. С ума этого мира мы перешли на ум Христов. То есть мы ради Христа стали безумные, то есть мы взяли тот ум, который для мира непонятен, как спасение, как вечность, как исцеление, как многие вещи, какой грех, о каком вы грехе говорите, и многие другие вещи, которые непонятны этому миру. Поэтому эта любовь может быть безумной. Божья любовь, она не от ума этого мира. Ее трудно объяснить. Иногда ее даже трудно объяснить в церкви, если честное слово. Почему? Потому что если бы мы познали глубину Божьей любви, вот реально, если бы мы познали глубину Божьей любви, и все, что было совершено на кресте, если бы мы реально это познали, в нашей жизни было бы гораздо меньше проблем. Можешь не соглашаться со мной, но это так. Приведу просто короткий пример. Прямо когда мы поклонялись, во время поклонения мне пришло, знаете, если бы мы имели не просто откровение, но да, откровение, но откровение не просто, знаете, как знание, а откровение, которое бы наши, знаете, фибры души, наши чувства, нашу плоть, нашу суть бы просто, знаете, как пронизало, о чем я? О том, что у нас было откровение, что мы избавлены от рабства, что мы не рабы греха. Вы знаете, когда человек, он долгие годы
Допустим, где-нибудь, знаете, как люди в Африке, там у них жаркий климат, пустынность, засуха. Если, и они, там вода в некоторых местах, как в Израиле, да, там вода на ценность золота почти. Там люди, знаете, не транжирят, когда у нас кран открыл, он течет. Ну, сейчас, правда, счетчики у многих. У нас тут дома счетчиков нет. Ну, у нас тоже не течет, конечно, но мы можем без проблем, у нас такие условия, где мы живем, счетчик не поставишь. И у нас раньше это тоже такое было, пока мы удивлялись, какие счетчики, вы о чем говорите, это вообще капитализм какой-то проклятый. Вот он, проклятый капитализм, и пришел. Помните фильмы какие-то первые заграничные, когда мы видели в художественных фильмах, как люди покупают чистую воду бутилированную в бутылках. Это показалось, извините меня за такое выражение, идиотизм вообще. Вот за границей с ума посходили, воду продают. Ну и что? Теперь мы уже сами боимся откуда-то пить. Потому что раньше не боялись или не знали, или те, кто знали, не делали того, что делают ныне, сейчас не поймут, что мы едим и что мы пьем. Но это другая история, другая проповедь. Так вот, если бы мы знали, что такое реальное рабство, пережили, были где-то, прожили бы в рабстве годок, другой, десяток, мы бы ценили свободу. Вы знаете, я думаю, многие вещи нам, вот такой еще пример, люди, которые из мусульман, они переходят в христианство, принимают Христа, знаете, для них это очень радикально, это не как для нас. Ну, пойду схожу в церковь на Пасху, ну, пригласили там, ну, православную по привычке, а тут протестанты пригласили, ну, вроде я их знаю, знакомые родственники, пришел, посмотрел, ну, интересно вроде бы, как бы, не так вроде бы там жестко, как где-то вот в ортодоксальной, вроде друзья даже ходят, вроде бы не сумасшедшие, как бы, ну, правда, не все похоже, как бы, да, как вот на обычно, ну, и потом человек начинает, как бы, ходить, то, знаете, некоторые вещи в нашу жизнь, как бы, мы, знаете, сегодня я удивляюсь, когда слушаю некоторые, я 100 лет на ток-шоу не был, телевизор новости, тут недавно включил, и люди там обсуждают там такую ситуацию сложную, как бы, да, в стране, говорят по отношению друг к другу, но мы же христианская страна, мы должны поступать по христианским принципам. Знаете, хочется сделать так. Вы с чего взяли, что мы христианская страна? Потому что у нас были там, ну, в смысле, предки, там, корни, там, или еще что-то. Наша страна давно не христианская. Я вообще сейчас за всю страну говорю. Это глубоко языческая страна. С налетом, тоненьким налетом, знаете, как сусальное золото. Знаете, сусальное золото такое тонкое, которое наносят на купола православных храмов. Тоненький налет. Местами очень, как бы, его еле видно. И поэтому, знаете, мы, конечно, можем кичиться тем, как, вы знаете, гордиться, вот, мы-то протестанты, мы знаем глубину, мы-то, как бы, сегодня посмотрим, сегодня же тест. И на самом деле, знаете, вопрос, когда мы поем «Я отдам тебе все, я изолью тебе всю любовь, всю», не чуть-чуть, в смысле вот с 3 часов до 6 там, ну или где-то еще, всю. Сегодня стоит вопрос, мы на самом деле реально готовы всю нашу жизнь, все посвящение. Нам еще тогда надо понять, что значит посвящение, еще и все. Аллилуйя. Ну хорошо, я хочу говорить немного вначале о любви. С вопросом, как вы думаете, что является величайшим благом сегодня для людей на земле? Как вы думаете? Какие-то примеры, предложения, какие блага вообще есть, и что предложите? Что является величайшим из благ на земле? А? Жизнь, любовь, здоровье, финансы, поют романсы. А? Свобода, вау, свобода. Но я не буду вас долго мучить, как бы, да, и мы не пойдем, конечно, в глубины Писания, что я там семинар про что же на самом деле величайшее благо, но Библия говорит об этом, если мы возьмем, мы читаем, мы понимаем. Величайшее благо на свете, как бы вот, вроде бы все, что вы перечислили, но можно одним словом это назвать. Это Бог. Потому что если не будет Бога, свобода, любовь, финансы, здоровье потеряет какой вообще-либо смысл. Единственная цель на самом деле
когда мы там молимся о благо, Господь, помоги нам в том, помоги в этом, и в этом нет никаких проблем, надо молиться, и нам нужны блага, но за всеми благами нам, знаете, очень важно не потерять вот именно то единственное, потому что Бог, Он не предлагает нам благо, Он предлагает нам себя. И это есть единственное истинное благо. И все остальное прилагается, почему написано: ищите прежде Царство Божие. В Царстве Божьем мы не должны искать шубы норковые, там, машины, я не знаю, там, жен, мужей, там, здания, еще что-то. В Царстве Божьем можно найти только царя. Все. Царя и его устройство, его законы, его правила, его жизнь, его полноту, его дух, его сына. Все остальное вторично. Но сегодня, наверное, я думаю, мы, возможно, что-то увидим, что не все так ровно, как хотелось бы или как кажется. Знаете, есть такой парадокс, и он заключается в следующем. Сейчас, чтобы вы были внимательны. Сегодня нужно очень много внимательности, сегодня много мест Писаний, но я вам помогу справиться с этими местами Писания. Как чуть позже. Парадокс. Бог не нуждается в нас, но жаждет нас невероятно. А мы отчаянно нуждаемся в Нем, но чаще всего совсем не жаждем Его. Если хотите, кто-то записывать, я повторю. Бог не нуждается в нас, но жаждет нас невероятно. А мы, отчаянно нуждающиеся в Нем, нуждаемся в Нем, но чаще всего совсем не жаждем Его. Вы знаете, Бог ценит каждого из нас, иначе бы Он не послал Сына Своего. И Он работает и ожидает, и делает все для того, чтобы мы, каждый из нас, однажды будем восхищены. Будь то это будет, как написано, не все умрем, и все изменятся, значит кто-то умрет, но кто-то будет изменен и будет восхищен на небеса. И Он ожидает с нами соединиться. Он ожидает соединения с нами, чтобы мы пришли в Его вечные чертоги. Но еще больше Он ожидает с нами соединиться уже сейчас и здесь. То есть там это просто воочию, здесь это через Его Сына и Духом Святым. Но при всем при этом, что Бог хочет, то есть о чем? Бог хочет с нами взаимоотношений, Бог хочет с нами общения, Бог хочет нас. Сейчас немножко такое, не крамольное, в смысле, знаете, такое, скажу, знаете, когда мужчина и женщина в Боге решают создать семью, они становятся мужем и женой, мы верим за брак в Боге, христианский брак, даже там у них есть такая благословенная часть, как интимная часть. И так Бог устроил мужчину, что мужчины, они более такие как скажем, глазами видят, глазами любят, глазами хотят, вожделеют свою любимую жену. И они, даже есть такое, знаете, когда мужчина говорит: я люблю тебя, иногда это, не всегда, но иногда очень часто муж хочет сказать: я без тебя уже никак. Но, знаете, не всегда женщина хочет быть только, знаете, объектом потребления. Она хочет быть объектом вожделения. Она хочет объектом быть романтизма. Она хочет быть объектом чего-то, чтобы не только ее желали к вечеру. Знаете, как кто-то из психологов, вообще христиане, те, кто учат, говорят, что, извините, секс, я не об этом, но секс не начинается ближе к 11, да, там, или 12. Он начинается, для мужчины он может начаться, знаете, к вечеру, когда женщина там сходила куда-то, в смысле, там, одела приятную ночнушку, там, какой-нибудь пеньюар, и он уже все. А у женщин все начинается с утра. Поэтому, знаете, наше отношение с Богом, оно не только тогда, когда мы приходим в собрание церкви, и вот здесь, по прославлению, у нас что-то, знаете, начинает в груди колыхаться, Господь, и еще вечеря же сегодня, и мы просто благодать накатывает. Вы знаете, что Бог хочет благодати с тобой и утром? Он хочет, чтобы ты читал его псалмы, и там что-то пел до собрания, может, или когда ты идешь на работу, или ты, может быть, с работы идешь. Он хочет периодически, может быть, не 24 часа, чтобы ты, знаете, как некоторые пугаются. Христианство, ты что-то с Библией, вот так, 24 часа, что ли? Да нет. Но есть особенные моменты, где
Господь может встретить тебя, в машине ты едешь, Он может прийти в твою машину, ты будешь там потеть, плакать, слезы, сопли, я не знаю, там где-то идти, гулять, пошел там на природу, там лыжи или еще что-то. Он может везде с тобой встретиться, и это будет такой духовный интим. И иногда есть моменты, когда Бог приходит, и Он просто говорит тебе: оставь сейчас что-то, оставь друзей, оставь. Я слышу такие примеры, когда люди просто оставляли какие-то события эпохальные друг в честь их, там, их день рождения, там, юбилеи, и они уходили в тайную комнату, чтобы побыть с Богом. При этом, при всем, повторюсь, да, что Бог, Он ожидает нас, Он ищет, Он хочет, а мы при этом усиленно пытаемся заслужить эти отношения и делаем, и думаем, что же нам нужно сделать для Него, чтобы попасть на небеса. Знаете, это как Он ищет нас, а мы бегаем как бы, чтобы типа для Него. Он говорит: мне не нужно для меня, мне нужен Ты. Мне нужен Ты. Знаете, так вот в истории, я сам знаю на себе, с моего отца, я не сильно познал любовь отца. Я, может быть, не знал и злость отца, как бы, слава Богу, ни разу в своей жизни я не был наказан отцом. Все, что не дал отец, все передала мама. Я по наказанию не видел. Там было в полноте. Но и любви я не познал. Почему? Потому что есть причина, но сам как бы, да, не было чего отдать. Вы знаете, у нашего Бога есть что дать. Хочу прочитать вам одно высказывание, некий, я не знаю, кто он, возможно, служитель, автор, где я это прочитал, не привел, но некий Фредерик Д. Хантингтон, по фамилии на англичанина похож, возможно. Он приводит, знаете, как бы такую мысль по поводу, что может остудить, он не говорит о любви Божьей, как бы, да, но что может остудить жизнь христианина с благовестием. Я просто добавляю, как вы знаете, если нет любви, если нет Бога, нет любви, то там и не будет ни благовестия, ни огня, ни силы, ни жизни. Это я так перефразировал, сейчас прочитаю вам. То есть, что может остудить Евангелие, да? Он пишет: не научные сомнения, не атеизм, не гностицизм, не пантеизм. Пантеизм — это многобожие, когда люди верят в разных богов, и много. Не все вот эти разные, как вы знаете, поднимающиеся вещи, даже против Евангелия, которые сегодня распространяются по планете, не смогут угасить свет благовестия, свет Евангелия. Но, скажи но, внимательно слушайте, но гордое, эгоистичное, корыстное, расточительное, бездушное благополучие, сопровождаемое посещением церкви. То есть, вы сюда будете здесь, как бы там, я думаю, что справятся, постараются. Евангелие может остановить не какие-то, знаете, антибожьи законы. Сколько не пытались, как бы, знаете, в истории, в мире, в странах каких-то, но, другими словами, христианство, которое принимает только форму, формальное христианство. И в этом стоит такой, знаете, вопрос. А сегодня мы Богу показываем любовь, нашу любовь. Любовь, которую, знаете, мы-то не можем ему ничего показать, кроме того, что Он нам дал. То есть мы как бы откликаемся. Знаете, как женщина откликается на любовь мужчины. Не только на желание быть, что мужчина хочет, да, а на какие-то маленькие вещи, на какие-то добрые слова, на участие в жизни детей. Вот на эти вещи реагирует женщина. Знаете, так и Бог, Он реагирует на нас, потому что Он что-то уже нам дал. Мы откликаемся, потому что Он что-то проявил в наш адрес. Сына Своего послал, любовь, благодать, благословение. Но стоит вопрос, достаточно и достойна ли сегодня Церковь Христова, и в том смысле каждый христианин отвечает Богу любовью, посвящением, послушанием на ту любовь, которую Он проявляет нам. Сегодня, я не знаю, как у вас этот вопрос стоит сегодня. И я хочу вам напомнить пару притч, коротко. Матфея 13 глава, 44 стих, вот сейчас пойдут места Писания. Вот, но потом мы пойдем еще быстрее, там вот мест Писания очень много, но я вам помогу. Как объясню чуть позже, как я уже сказал, да? Повторяюсь.
Одна из притч, где Иисус в 44 главе Матфея 12 говорит: «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, сокрытому на поле, которому, найдя человек утаил, от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». То есть Царство Божье сравнивается с драгоценностью, с чем-то очень ценным. Если вы случайно как-то узнали, что по соседству с вами там где-то там карту, вы получили карту какую-нибудь, да, там закопано глубоко сокровища, там, не знаю, пираты закопали, там, Манчара закопал свои сокровища. И оно свободно в продаже, как бы, и вроде даже там, не знаю, там дорого-недорого, но ты не можешь просто пойти выкопать, потому что тебя застукают, как бы, как того, тебе нужно заплатить цену, тебе нужно купить. Вот примерно о чем говорит здесь Иисус. Стоит сегодня вопрос: мы на самом деле нашли сокровище, достойное, чтобы все, написано, продать, все продал. Все. Скажи все. То есть очень высокая цена. Не просто эти цена дня, там, как бы, или бонусы, скидки, да? Но чтобы приобрести самое ценное, Царство Божие. Самое ценное — это Царство Божие. Царство Божие — это состояние. Царство Божие надо дать состояние нашей души. Царство Божие — это суть. Царство Божие — это Бог, который в центре, который восседает, который на престоле, который Господь. Господь господствующий, Господь Бог. Стоит вопрос, готовы ли мы заплатить достойную цену. Платим ли мы ее? Хорошо, плавно пойдем к другой. Это так, затравочка так, на размышление. Луки 8 глава, с 5 по 8 стих. Тоже всем вам знакомая притча. Мы так ее компактненько, да, я прочитаю. Вы просто вспоминаете. «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, иное упало на камень, взойдя засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросло терни, и заглушило его. И иное упало на добрую землю, взойдя, принесла плод старичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит». То есть, вы знаете, это история про 4 почвы, да? 4 почвы, где Иисус позже начинает немножко истолковывать. Ну и давайте я чуть-чуть, как бы, да, хотя мы, в принципе, все знаем, но для напоминания и для тех, кто, возможно, не глубоко в теме, да? То есть, что такое семя? Семя — это Слово Божие, это истина. Это Бог, который, как сеятель, Господь, это благовестие, Слово Божие проповедуется, Слово Божие сеется, истина. И вот семя попадает на 4 почвы. Почва — это сердца людей. Первое — это семя при дороге, то есть это те сердца, которые слушают, да, они слушают, они не закрываются, они могут даже быть в собрании, но враг приходит и крадет у них слово. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Вторая почва сердца — это при камнях, при дороге, да. Те, кто не имеют корня, то есть, как бы, да, они слушают, и даже, как бы, семя падает на какую-то глубину, на какую-то, но недостаточную глубину, чтобы пришел рост. И получается, что это, как бы, вроде даже есть немного рост, ростки даже, возможно, есть, но это поверхностно, то есть какие-то откровения. Я помню людей, которые, знаете, зажигаются, горят, приходят в собрание за кем-то из своих родных, ходят месяц, неделя, месяц, 2, 3. Лето ходил, осень пришла, дожди пришли и куда-то смыло. Может быть, вы даже знаете кого-то из таких людей, которые горели, бац, и все. И потом ты где-то видишь, встречаешь, привет, как дела будут. Он вначале оправдываться начинается, потом говорит: обещает, я приду, ну и вы знаете, да, примерно история. Потом уже не оправдывается. Может быть, прячет глаза, потом уже и не прячет. Хорошо, следующая почва сердца — это семя в тернии. Принимает слово с радостью. Хлопать даже может, аллилуйя даже может говорить. Даже может поехать в библейскую школу. Представляете? На несколько месяцев. Пока не получает откровения о том, как разбогатеть быстро, и потом таких уже не найдешь в библейской школе. Таких это уже. С такими сам учился, и потом таких не видел. Но написано: подавляется заботами, жаждой обогащения и какими-то удовольствиями. Заботами этого века. И вот четвертое семя — это правильно, то есть четвертая почва сердца — это правильная почва, добрая почва, которая открывает глубоко свое сердце, пускает семя, чтобы корень, чтобы семя, написано, умерло.
И тогда, когда семя оно умирает, то есть оно растворяется верой, тогда оно приносит плод. И вот, скорее всего, я думаю, наверное, может быть так, да? Что те, кто пришел в церковь, задержался, остался, и уже не 1 год, возможно, даже не то, что месяц, да, что люди подразумевают, когда читают о 4 этих почвах, себя, скорее всего, причисляют, возможно, мы здесь с вами, мы тоже себя причисляем к тому, что почва нашего сердца, она 4-я. Корень пущен, плоды есть, аллилуйя. Возможно, говорит автор, я немножко как бы беру вот отсюда, чуть позже вам немножко даже там процитирую, но он говорит, ребятушки, не обманывайтесь. Писание говорит, испытывайте себя, верили вы. То есть однажды то, что ты пришел в храм, то, что ты пришел в собрание, то, что ты еще идешь в правильном направлении, это не значит, что ты идешь в правильном направлении. Немножко тоже звучит как парадокс, да? Хорошая ли почва нашего сердца – это вопрос. Это вопрос, который мы должны задать сами себе. А что насчет моего сердца? Что насчет моей жизни? Что насчет моей посвященности? Знаете, жизнь, так Библия говорит, и жизнь нам как бы вторит, что вокруг нас очень много разных, неплохих вещей, даже хороших в какой-то мере, но они в той или иной мере, если они сочетаются, если они где-то, знаете, собираются вместе и слишком много места и времени имеют в нашей жизни, они могут препятствовать здоровой, плодотворной жизни Бога в нас. Вы помните, написано, да? Как там сейчас? Не все испытывайте там по-другому. Много полезного, много мне дозволено, но не все хорошо. Я сейчас не помню точно, но вы помните, да? Что много, что кажется мне вот вроде бы, ну, а почему нет? А почему в кино не сходить? А почему не заняться вот таким хобби? А почему не вложить деньги вот сюда или еще что-то? Но вопрос стоит за тем, что я делаю. Есть ли свидетельство Духа в моей жизни? Смотрю ли я правильные вещи? Имею ли я правильное общение, правильных друзей? Провожу ли я правильно время? Где мой слух, где мои уши, где мои глаза? Возможно так, что мы встретились с Богом. Нет, возможно, мы встретились, и эта встреча повлияла на нашу жизнь. То есть какие-то изменения произошли, мы горели. Кто из вас, когда вы встретились с Богом, вы горели? Заметьте, как я говорю, да, горели. Я не сказал горите. Горели. Мы подступаемся к тесту. И признаки Царства Божьего имели место с этим горением, с духом, не знаю, с радостью, с посвященностью, бежать на молитву там, по утрам, там, я не знаю, делать какие-то вещи невероятные с Богом, какие-то раньше не делал, доверять Богу, на конференции ездить или еще что-то. Но стоит вопрос, а как сейчас обстоит ситуация? Не даем ли мы сейчас слишком много сил, времени, денег, мыслей, желаний, хотений для того, что нас окружает? Скажем, чуть больше или больше, чем то, что Бог предлагает. Мы начали с того, что Бог – это невероятная любовь. Бог, Он хочет быть для тебя сам и никто больше. Знаете, и иногда, я помню, как один проповедник сказал, как он спрашивал у Бога, он был в отпуске, и там, или не в отпуске, не знаю, ну где-то вот на южных каких-то краях, и он хотел дайвингом заняться. И он говорит, Бог, ничего, если я дайвингом займусь? Бог говорит, нет, тебе не надо. Но другие же занимаются, я знаю, того служить для этого. И знаете, Бог даже не объясняет, почему это не надо. Не потому, что, может, даже, знаете, что он там утонет, погибнет, не знаю, может, ему времени нужно было на это терять, на этот дайвинг или еще что-то. Знаете, есть много чего в нашей жизни может приходить, и мы можем не разбираться, знаете, такое выражение, такое, ну, мирское, земное, да, хавать, да, мы можем многое брать в нашу жизнь, не понимаем, надо, не надо, то купил, это купил, уже гардероб уже половину раздать, это все надо раздать, а мы это, знаете, раздаем и еще большую часть оставляем. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Там бы перетрясти уже, и не только в материальном, еще и в духовном возможно. Устраивает ли Бога сейчас такая жизнь, как она у тебя? Спроси сам себя. Ну, так про себя даже можешь спросить.
Благочестивая ли она? Устраивает ли Бог твоя жизнь? Как ты думаешь? Потому что можно спросить, устраивает ли меня такая жизнь? Но это вопрос объективности. А благочестивая ли она? Потому что Бога устроит только благочестивая жизнь. А помните написано, имеющий вид благочестия, но силы его отрекшиеся. То есть вид имеющий, да, хожу в собрание, вроде все соблюдаю, вид вроде христианский, но сила где? Где Божья сила? Филиппийцам 3 глава 10 стих. Филиппийцам 3:10. Апостол Павел говорит здесь о своем отношении, в том, как он хочет быть ближе с Господом, как он хочет больше его познать. Он говорит о радикальности, давайте прочитаем. Чтобы познать Его и силу воскресения. Кто хочет познать Бога? Кто хочет познать Христа? Ну, большая часть, некоторые зачем-то задумаются или дремлют. Хорошо, познать Его, мы пришли для этого в церковь. Кто хочет пережить силу воскресения Его? Как-то непонятно, то ли меньше стало, то ли как-то это руки, как-то это. Вы знаете, что это в этом смысл церкви, сила воскресения? Если силы воскресения нет, то все под вопросом вообще. То есть если Он воскрес и сила воскресения Его действует, в моей жизни, в церкви, там, где я народ не знаю где, на улице, тогда в этом есть смысл. Если силы воскресения нету, тут дайте, ну не то чтобы пиши пропало, тут пора задуматься и уже бежать куда-то, к экспертам, не знаю, или к Богу бежать, по крайней мере. Ладно, хорошо, может быть, давайте дальше перейдем. Ну, о познании вы вроде бы согласны. Сила воскресения, как вы, может, не понимаете половина. Хорошо, следующее читаем. А вы тоже, наверное, прочитали, да? И участие в страданиях Его. Кто хочет узнать страдания Христа? Уже рук меньше. Ну, пойдем дальше сразу, что тут мучиться, да? Недолго мучилась старушка. Сообразуя смерти Его. А кто хочет пережить смерть Христа? Понимали бы вы то, о чем вы руку поднимаете, дорогие? А? Готовы? Точно? Хорошо. Горячее христианство – это то, что готово платить жертвенную цену в следовании за Господом. Что это значит? В способности расстаться с определенным комфортом в своей жизни. Смиренно переносить трудности, которые скоро придут в твою жизнь. Я не то чтобы пророчествую, но мы, знаете, от сумы, от тюрьмы, и знаете, мы сейчас в такое же время. Сегодня пандемия, завтра не знаю, кто еще там прискокочет в нашу жизнь и страну. Переносить трудности, доверять Богу даже в самых невероятных, трудных обстоятельствах. Ты думаешь, твои обстоятельства были уже трудными? Подожди еще немного. Подожди еще чуть-чуть. Большинство верующих христиан сегодня хотят жить, знаете, достаточно сбалансированной жизнью. Да далеко ходить не надо, каждый может быть немножко быть честным. Знаете, там, где мы раньше с легкостью куда-то двигались и шевелились, слышали призыв. Сегодня раскачать, почти целая история, да? Потому что, кому хочется, знаете, вот катаклизмы там. А вы представьте христиан, которые жили в Сирии до тех пор, точнее не тех, а когда пришел ИГИЛ. У них тоже был свой комфорт, у них тоже был свой какой-то, знаете, уклад жизни, у них все это было. У них теперь не то чтобы домов нету, кто-то потерял своих родных, кто-то близких, кто-то сам был на грани жизни и смерти. Но мы живем в западном мире, где все достаточно. Тишь да гладь, да Божья благодать. Божья благодать – это вопрос. И поэтому сегодня мы хотели бы, чтобы все было, более-менее под контролем, как-то безопасно, как-то, чтобы, знаете, никому не хочется попадать в страдания, да, особенно ненужные. Там, в ДТП кто-то ехал нечаянно, там, не знаю, шел, упал, ударился там чем-то, там, или очнулся гипс. Кто из вас хочет сознательно страдать, так, честно? Никто не хочет же, конечно. Но вы знаете, страдание – это неотъемлемая часть жизни христианина. И вот сейчас, перед тем, как мы начнем проходить тест, я хочу задать вам вопрос. Мы поговорили о страданиях, мы привели апостола Павла, который говорил, я готов к смерти. Вспомните, что Павел проходил, в этом 40 до 40, без 40 одного раза палками побивали. 2 раза он умирал. Там на него дикие животные, когда он был на миссии, его поражали, и он тонул, чего у него только не было.
Можете ли вы сказать о себе, я имею в виду себя, могу ли я и мы все вместе, сказать, что мы безмерно, безумно влюблены в Иисуса? Можете? То есть вы радикалы за Иисуса. Если завтра придут и скажут увольнение за что-нибудь там, за Христа. Мы не говорим даже за какие-то вещи. Вот сейчас кого-то за вакцинацию трясут, но мы не говорим уже за это. Это уже мелочи, наверное. За веру в Иисуса. Ходишь в церковь? Там, или ты христианин? Знаете, можно было спросить по-другому. А кто из вас, кто из ваших коллег, из ваших соседей знает, что вы христиане? Может быть такое, что кто-то даже и не знает, что, может быть, вы на работе не свидетельствуете, может быть, переживаете, или там, не знаю, под угрозой или еще что-то. Вы знаете, возможно, сегодня, давайте сейчас пойдем в тест. Тест, который называется «Если моя жизнь не совсем горит для Иисуса», если я не уверен, если насчет моей посвященности есть вопросы к самому себе, и посвященный я христианин или такой формальный, посещающий собрание, немного равнодушный, немного неуверенный, теплый христианин. Сегодня тест называется «Признаки теплого христианина». Вы готовы? Можно один источник? Сейчас будет достаточно мест Писаний, я буду очень быстрым, но если вы не успеете, я специально распечатал здесь 50 листов, по крайней мере, если вдруг не хватит, но на семью можно взять один. Здесь все это перечисляется, чтобы вы дома провели тестирование еще сами для себя, муж с женой может это сделать. Можете один, как бы, да, это будет, можете, не знаю, там на выходе лежать, где-то будет. Пойдем сразу, Исайя 29, 13 стих. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, языком своим чтит меня, сердцем же далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Что значит теплое христианство? Первое. Теплое христианство или теплый христианин – это те, кто ходят в церковь, потому что должны. Они даже себя заставляют регулярно ходить, потому что у них есть такое на подсознании. Правильные люди, то есть как бы правильные люди, они должны так поступать, как бы это неотъемлемо. Но для них это больше формальность, нет глубины отношений с Богом. Бога они знают поверхностно. И Духа Святого, и слышать Бога. И чтобы Бог говорил через свое Слово им. И когда они слышат, чтобы они послушались, это не работает в их жизни. Вы можете отвечать, можете потом взять листок, но сейчас мы проверяем сами себя. Самоидентификация, самопроверка. Это было первое. Второе, как могут выглядеть теплые христиане. Луки, 21 глава, 1-4 стих. Но я вам прочту только 4. «Ибо все», там говорится о вдове, которая давала, «ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». Теплые христиане – это люди, которые жертвуют, но жертвуют тогда, когда у них есть избыток. До тех пор, пока на их даянии, то есть пока на их уровне не отражается инфляция или еще что-то, там невыплаты какие-то, их даяние будет стабильным. Но как только приходит кризис, их даяния сразу падают, если совсем не аннулируются. Третье. Матфея 23 глава с 5 по 7 стих. Я буду немножко интенсивен, поэтому поспевайте то, что слышите, информация позже вам поможет. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди и расширяют хранилища. То есть есть такие, кто, да, о фарисеях говорится, расширяют свои хранилища, увеличивают воскрили одежд своих, также любят предвозлежание на пиршествах, председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. И чтобы люди звали их учитель, наставник или еще как-то. То есть мы сегодня проходим для того, чтобы мы не увижу ли я себя вот в этих пунктах. Теплое христианство, это теплые христиане, они выбирают то, что как бы более такое популярное, знаете, известное, да? Не то, что правильно. Они хотят быть своими везде, принятыми и в церкви, и в мире, как бы, и тут я свой, там как бы не в отчуждении. Они более, как бы, знаете, такие внешние, показательные, да? На вид, как бы, да?
те, которые могут маску одеть, на работе у них одна маска, в церкви у них другая. Но они не работают над внутренним миром. Нет духовной работы, и поэтому нет отношений с Богом. Или есть на какой-то свой лад. Следующее, Римлянам 6 глава, 1 и 2 стих. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Теплые христиане, у них нет радикального отношения к греху. Они не чувствуют сожаления за грех, когда совершили, или чувствуют сожаление, но не глубокое раскаяние. Написано, сотворите достойный плод покаяния. Они боятся, что Бог будет наказывать за грех, но они не переживают, что сам грех делает больно Богу. Им трудно радикально отказаться от каких-то греховных привлечений жизни. И при этом жертвенно следовать за Иисусом. Почему? Потому что или будет делать грех, или нужно взять крест и последовать за ним. Может быть, нам есть о чем задуматься. Матфея 21 глава, 28-31. Вы так улавливаете, да? Нормально. А как вам кажется, у одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал: сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: не хочу. После, раскаявшись, пошел. Теплые христиане любят слушать истории о том, как некоторые другие радикальные христиане проповедуют, служат, едут на миссию, исцеляют, что-то еще делают. Но, увы, сами не решаются. И это не просто стеснение, это тот страх, который не Божий страх, ложный страх, а часто даже демонический страх. Страх где-то на грани нежелания. То есть как бы вроде они понимают, неплохо и здорово, но не предпринимают ничего подобного. Другие сделают. Матфея 10 глава следующая, 32-33 стих. Матфея 10, 32-33. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Знаете, коротко, буквально, я помню историю из моей жизни, когда я только уверовал, был курсантом школы милиции, режимное заведение, там-то не особо поразглагольствуешь о чем-то либо другом, тем более, знаете, тогда это было новое веяние, христианство, не было как бы запретно, не было вроде в свободе. Но я понимал, что отцы-командиры не особо, как бы, знаете, одобрят это. И я как-то, знаете, не особо старался, как бы, вроде бы оправдывая себя. Но однажды, читая вот одно из в Евангелиях, вот этих мест Писаний, где говорится, что у меня там, правда, было другое, что если я постыжусь его пред людьми, то он постыдится меня пред ангелом и Отцом Небесным. И знаете, такой страх на меня сошел святой, что я тогда уже не мог молчать. И вы знаете, я мог это сказать историю, но вот тогда, вы знаете, сегодня Дух говорит, ты тогда сказал сам себе, что ты не будешь молчать, но и сегодня есть такой же призыв. Ты сегодня также не стыдишься меня. Потому что эти люди, они редко рассказывают о своей вере во Христе своим соседям, коллегам по работе, родным. Если родные только не знают, что ты в секту попал, да? Они боятся быть осмеянными и отвергнутыми. Опять страх и опять, как знаете, как самоуспокоение. Луки 18, следующее, 11-12 стих. Луки 18, 11-12. Фарисей, став, молился, сам себя так говорил: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть всего, что приобретаю. То есть бил себя в грудь, как бы пытаясь доказать Богу: Бог, я всеми своими делами показываю, что я вот праведник. Фарисеи были именно те, что они своими делами пытались. Так вот, теплое христианство очень иногда перекликается с фарисейством, потому что теплые христиане измеряют уровень своей веры, своего благочестия, сравнивая себя с людскими людьми. Я не такой, как эти грешники. Вот уже перестал пить, уже не курю, уже, слава Богу, и не матерюсь уже. В церковь хожу. И что-то даю нам еще. Но, знаете, как есть такое высказывание, ты должен себя в соревнованиях сравнивать не с теми, кто слабее тебя, сравнивать себя, который вчера имел успех,
чтобы сегодня и завтра иметь успех больше, чем вчера. Понимаете? Самим собой. Самим собой, да. Но у нас есть с кем сравнивать, себя оценивать. Следующее, Луки 9 глава, 57 и 62 стих, но я прочитаю 62, там будет все. Я просто пытаюсь сделать такой, как бы, выдержку вывода, да. Там говорится про учеников, то есть те, кто приходили к нему, говорили, а вот как нам следовать за тобой, насколько быть верным. Но Иисус сказал ему, никто, то есть там говорили похоронить отца, помните, да? Никто, возложивший руку свою на плуг, то есть никто, взявшийся за цель, то есть когда ракета взяла уже цель, никто, взявший за плуг, не озирается назад. Он не благонадежен для Царства Божия. Так вот, теплые христиане говорят, что любят Иисуса, и они даже думают, что любят Иисуса, и неким образом подразумевается это. И Он, то есть Иисус, является частью жизни, но Он не является центром, Он не является столпом, престолом, Он не является жемчужиной. Здесь они дают Ему часть времени, часть своих мыслей, часть своих денег, но никогда не могут отдать полный контроль над своей жизнью. А значит, полный контроль над всеми финансами, мыслями, временем и всем остальным. Следующее, Матфея 22, 37, 38. Я повторяюсь, вы вместе со мной, мы на одном экспрессе. Аллилуйя. Матфея 22, 37, 38. Иисус сказал ему, помните, да, фарисей, который спрашивал, кого любить, кому поклоняться, да? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Сия есть первая заповедь, наибольшая заповедь. И наибольшая заповедь — возлюби ближнего, как самого себя. Теплые христиане в этой ситуации считают, что посвящение от всего сердца и служение — это только для пасторов и миссионеров. Ну, они же призваны на полное служение. Они там что-то получают что-то за это. Ну, вот пусть они и трудятся по полному. А я просто прихожанин. Они не как я ухожанин. Ну, вот. Есть такое. Возможно, не у вас, возможно, не в этой церкви. Матфея 5 глава, 43-47 стих, это следующее. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего, ненавидь врага твоего, если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Теплое христианство, теплые христиане любят людей, ну в общем всех любим, мы как церковь, мы как христиане, Бог любит, мы любим, но не особо усердствуют любить конкретных ближних своих. Кого-то, кто рядом, возможно, домашний, возможно, в церкви, возможно, на личной площадке. Их любовь и доброе отношение в основном к тем, кто любит их. Их любовь, она избирательна. То есть у них доброе отношение с тем, кто по-доброму относится к ним. Если кто-то к ним как-то не так или не очень, то с любовью уже как-то ограничено. Следующее, и буквально одно. Луки 18, 21 глава, 25 стих. Луки 18, 21, 25. Причем, если вы не поспеваете, есть запись, есть YouTube, есть помощь в распечатке. Если кому-то не хватит распечаток, я вам скину на WhatsApp или на почту, куда хотите. Он же сказал, вот это я сохранил, это про богатого юношу, который ведет диалог. Я даже опущу все, читаю, как бы прям сразу к 24 стиху и 25. Иисус, видя, то есть он не согласился, да, с условиями раздать все и последовать за Иисусом. Иисус, видя это, опечалился. Видя, что он опечалился. Печалился потерять свое богатство. Сказал ученикам, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ибо удобно верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Это отдельная история, знаете, вообще о богатых говорить о богатстве. Не проблема быть богатым, проблема быть богатым и бедным душой. Так вот, теплые христиане служат людям и Богу, но с определенными ограничениями, делая столько, сколько они считают себе могут позволить, а сколько им удобно. Знаете, иногда, я помню, слышал кого-то фразу такую, да, ну, допустим, человек дает десятину, допустим, ну, от 10 тысяч и от 100 тысяч. Или, представьте, человек дает десятину от миллиона. То есть принес десятину от миллиона, продал, не знаю, там, машину, квартиру. Или вдруг на него там навалилось там, благословение в виде там миллиончиков, так 50-100. Представьте, какая десятина.
Мне понравилось, кто-то сказал, для Бога не важно, десятина от рубля или десятина от $1 000 000. Это всего лишь десятина. Это нисколько не делает тебя ни больше и не лучше. Аминь. Бог любит тебя так же. И верность проявляется так же и там, и там. Филиппийцам 3, 18, 20. И вот, да, это... нет, еще много говорится. Ладно, давайте, может быть, я не буду все. Или все хотите? Время. Время каяться драгоценное. Время Бога взыскать. Я вам реально говорю. Если сейчас я закончу просто вот на этом, то список продолжается. А кто хочет дальше послушать список, и когда вы будете дальше его читать, вам будет неуютно сидеть тогда, когда вы будете его читать. Вам будет казаться, что с вами все хорошо. Сегодня предпраздничное собрание, 8 марта. Сестер обижать нельзя. Но я сегодня, точнее нет, женщин обижать нельзя, а сестрам нужно проповедовать правду. И братьям тоже. Я хочу вам сказать, что мы находимся в том состоянии, может быть, не большинство из нас, может быть, некоторые из нас, когда теплые христиане, они выбирают, как верить, теплые христиане выбирают, на какие служения ходить, теплые христиане, они хотят гореть, они где-то даже, но готовы ли они платить цену, готовы ли мы сегодня как церковь, потому что мы есть христиане этой церкви, готовы ли мы заплатить цену, будь то, я не знаю, в собрании, молитва, жертвенность или еще что-то. Есть христиане, которые, возможно, себе могут позволить легкий алкоголь, а может быть, они уже тверды. Они говорят, когда они могут себе позволить легкий алкоголь, они говорят, а мы не пьяницы. Некоторые говорят, да, мы даже матом не ругаемся, зато могут кричать на детей, на супругов вне церкви, пока никто не видит, могут себя вести вообще далеко не как христиане. Это не о нас, это вообще какая-то другая, это какая-то другой вселенной церковь. Я не к тому, что все так плохо, но знаете, я думаю, что провести тестирование, провести, знаете, как есть такое, знаете, вот каких-то у нас есть, сейчас приходит, у нас кофемашина есть в офисе, и когда она не пробивается, знаете, там молоко, капучино не сделаешь, загорается лампочка такая оранжевая, и есть такая кнопочка, когда ее нажимаешь, когда вода такая нагревается, горячий пар, он пробивает просто вот ту трубочку, через которую должно выходить капучино. Вы знаете, я думаю, периодически, может быть, ну не обязательно все вместе, все церкви или по отдельности, или, да, нам нужно такой перезагрузка, резет такой, да, чтобы горячий поток Слова Божьего, Духа в нашей жизни. Потому что когда я подступился к этой книге, начал ее читать, я думал, это все будет о любви Бога, как Он нас сильно любит, безумно. Его любовь, она такая, о Бог, любовь, душка, все. Вы знаете, после 2 главы, 3 глава начала плющить, начала отрезвлять. И я хочу, чтобы продолжало отрезвлять, как неразовое переживание. Так вот, можно одеть маску благочестия в церковь, на домашку можно одеть, но есть ли сила, есть ли огонь, есть ли дух? Я буду прямо сейчас уже завершать тогда. Теплое христианство. Ради немощи славы будем завершать собрание. Знаете, что такое теплое христианство? Выражение «теплый христианин» — это оксюморон. Да? Кто высшее образование имеет? Кто знает слово оксюморон? Я помогу вам, я сам только недавно узнал об этом. Оксюморон — это когда два каких-то понятия, два каких-то определения, они стоят вместе, но они противоречат друг другу. Допустим, горячий лед. Это невозможно. Если к льду поместить огонь,